Друзья, всем привет! Суббота, 18 ноября. Приехали в родную деревню. И как мы видим, здесь у нас уже полным ходом зима, можно так сказать. Снег, который уже был растаял, выпал по новой. Где-то около 20 сантиметров снега, наверное. Температура минус 10 градусов. Очень долго собирался, дня 4, наверное. То Иван Григорьевичу звонил, то перебирал жерлицы. В итоге день, второй, третий. Наконец-то выехал. Не знаю, что я сегодня успею, потому что время уже 12 час. Пока я собирался, пока приехал. Одно, другое, третье. Он ни много ни мало загрузился. Поехали. Если выедем, то уже будем на реке. На речку мы еще пока не поедем. Не знаю, мы сейчас увидим, это стал. Скорее всего, еще идет ледоход. Ледостава еще не было. Но озера у нас уже стоят давно. Зимний сезон мы с Григорьевичем открыли уже 1 ноября. Это уже получается 2,5 недели назад. И сегодня мы поедем уже на нашем урагане. Вот он, наш ураган. В этом году что я с ним сделал? Я поставил только толкач и единственное, натянул цепь, потому что после весновки наша цепь была растянулась и слетела звездочку. После выезда уже при погрузке вылетела цепь. Хотел поменять цепь, поменять звезду. Ну, я посмотрел, так вроде еще нормальное. Натянул. Место еще для натяжки, вон, как мы видим, есть. Так что, я так думаю, если все нормально будет, сезон еще мы отходим на этой цепи, если все нормально будет. А так, завелся он у меня, аккумулятор. Так, что там у нас? Аккумулятор у нас зарядку держал, даже без подзарядки крутил. Ну что говорить, давайте будем пробовать заводить его и на этот раз. После летней стоянки он у нас один раз уже заводился. Так, тут у нас так выключено. Вот так вот. Вот такой вот у нас ураганчик, весь в пыли. Ну это... Так, что я массу даже не выключил, что ли, получается. Так. Открываем бак, включаем подсос. Массу, что ли, не выключил было. Не хочет. Что-то не хочет. Так, подсос включил хоть. Это сюда, это сюда. Ну-ка так дернем. С электрического что-то не хотел. С ручного завелся сразу с полпинка. Я даже массу не выключал, как вы видели, аккумулятор крутит. Держит уже, получается, 23-й сезон. Без подзарядки ни разу не снимал, ни разу не подзаряжал. Все. Ураган наш завелся. Теперь прогреем. Выезжаем в машине, перетариваемся и в лес. И выезжаем сегодня с ночевкой. Возможно, на 2 ночевки, но не больше. Так, убираем подсос. Все. Не знаю, брать, не брать второе корыто. Попробую уложиться в одно, чтобы не гнать паровозиком. Снежного покрова достаточно, так что думаю, не знаю, получится, не получится. Сегодня у нас рыбалки. Ну, дай бог, доехать до избы, приготовиться. Если успею поставить жерлицы, это хорошо. Если нет, завтра с утра начнем. Главное добраться до избы, приготовить ночлег и все такое. Поехали!
Так, ну вот и все готово. Зацепили наши сани волокуши. Двигатель прогрелся. Толкач почистили ото льда. И вперед поехали открывать снегоходный сезон. Ровно неделю назад мы еще выезжали на лодке. Ролик вы уже этот посмотрели. Это было в прошлую субботу, 11 получается ноября. Ну а через неделю открываем снегоходный сезон, хотя кое-кто открыл его уже в конце октября. Ну, с Богом! Едем. Так, ну что, пока выключаем, перетариваем наше шматье, а его, поверьте, немало. Одно, другое, третье, все нужное. В лесу без пилы никуда, без освещения никуда в избе. Не знаю, как раньше ходили с одними рюкзачками, у меня вот сейчас вот будут полные сани. Ну, сейчас нагрузим, увидим. Ну вот и все готово. Полный кофр. Жерлицы, топливо, рюкзак. Ну и термомешок, полный ствол. В принципе, немного места есть, но на обратном пути это все будет завалено битком. Ну и, конечно же, вон на толкаче еще бензопила. Все, погнали. Время не ждет. Времени уже очень и очень много. Погнали. На 2 дня, на 2 дня. Все забудьте про меня. Одиночное путешествие начинается. С Богом. Итак,
по традиции остановились на местечке Козья Вэр, на елках, проще говоря. И давайте посмотрим, как у нас обстановка на реке Печора на 18 ноября. Вот она. Сейчас коротко включу кадры с 1 или 2 ноября мы снимались с Иваном Григорьевичем. Елки. И вот такая вот обстановка на реке Печора на 2 ноября 2003 года. Берега у нас еще промыты. На лед еще пока выйти никак. Все зашуговано здесь вот. Низ дамбы. И остался небольшой перешеечек вот там вот на правом берегу по фарватеру, где лед еще идет. Вот, лед здесь у нас еще идет, не останавливается. Сегодня температура у нас минус 8 градусов. Вчера было минус 13. Но сегодня ожидается потепление. Завтра вообще +1. Говорят, да, +1 завтра. Вот оно, сплошняком идет шуга. И если быть точнее, сегодня у нас какой день недели, Иван? Четверг. Четверг. Лед. Неделю назад еще льда не было. Лед появился в среду. И за неделю вот такая вот ситуация появилась у нас на реке Печора. Сплошняком идет шуга. Ни о какой... Как видите, в это время, в начале ноября, река была более такая снежная, более ледяная. Как мы сейчас видим, вот Печора открыта полностью. Тогда был только фарватер немного открыт. К сожалению, камеру с зумом я не взял. Но я думаю, и так все хорошо видно. Вон, лед идет пластами по всей ширине реки. Забереги вот здесь вот немного есть на мелкоте. Там вот ниже немножко стоит тоже. Это все было закрыто еще в ноябре месяце. И минус 10 это еще очень-очень мало для ледостава. Так что я так думаю, рыбалка на налима еще будет не скоро. Пока не ударят хотя бы 17-20 градусов. Минус 10, вон как мы видим, шуга, да, идет, пошла. Сейчас было бы, конечно, проблематично уже ездить на лодке. Неделю назад было проще. А так, пока очень и очень рано. Можно ставить на заберегах, но кто знает, это вдруг потепление опять уйдет. Будем рыбачить пока на озерах. Поехали. Так, ну вот еще одна остановочка. Это на нашем озере, где мы ловили голяну. И посмотрите, как оно изменилось. Месяц назад мы здесь подняли последнюю ловушку с того берега. И был тонкий ледок. Сейчас уже все как зима. Все серо, все уныло, все по толстым слоям льда и снега. Здесь мы оставляли небольшой запас живцов на зимнюю рыбалку. Основную часть, конечно, мы потратили по открытой воде еще. Вы сами видели, как они отработали отлично. Половили налима, половили щук крупных. Ну, теперь настала очередь половить. Не знаю, как налима, но на щук, я думаю, на первое время хватит. Все. Попробуем сейчас отдолбить это все хозяйство. Ну, что сейчас мы это все увидим, насколько толстый лед. Так, ну что, будем пробовать. Возле берега, скорее всего, я так думаю, не замерзла. Ага, льда нету. Как бы еще, как бы мы боялись, что лед толстый. Как бы выйти нам теперь еще на этот лед. Тут возле берега была грязь. Точно, наверное, не утонем, я так думаю. Ну, а дальше вроде бы лед есть. Ага. 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 Нормально. Нормально. Сколько рыбы здесь подохнет от нехватки кислорода, потому что ни ручья не выходит, не заходит ничего. Так, а вот и
Вот и наша палочка. Вот и наша палочка. Так, где-то здесь у нас должна быть ловушка. Сейчас потихоньку будем ее отдалбливать. Потихоньку, полегоньку. Прошлый год меня не было. Позапрошлый год... О, нормально, не такой тоже толстый лед. Позапрошлый год вот такой толщины, где-то, наверное, с полметра. Пришлось отдалбливаться. В этом году, я так думаю, его будет поменьше. Нормально. Не пробовал здесь ловить голяна зимой. Может быть и будет, но навряд ли, я так думаю. Хотя как народ ловит же зимой. И заходит и неплохо. Не знаю, может быть какую-то приманку. Говорят, на тесто хорошо. Тестом обмазывают вход. Кто говорят, рога копыта жгут, кидают. Ловят по-всякому. Надо пробовать, но это очень и очень далеко. Как бы. Особенно в зимний период. И как-то лучше заготовить по открытой воде. Текс. Я так думаю, все будет хорошо. Все будет замечательно. Ну, все отлично. Меньше 5 минут. Позапрошлый год ушло больше часа. А там тишина. Да ладно. Да. Что-то живое, но очень много дохлых. Фу, ванизма. Что-то они подохли у меня. Даже гальяном получается. Даже гальяном не хватило кислорода, и они задохнулись. Так что здесь хранить точно ничего нельзя. Надо ловить и кидать в чистую воду. Фу, воняет. Немного живых, конечно, есть. Но если уже голяны подохли, то о другой рыбе и речи быть не может. От нехватки кислорода все это, и налимчики, и все подохнут. Так, ну что, смотрим, сколько у нас осталось в живых. И в живых осталось только 7. О. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не, есть еще. Есть. Очень много подохло, но живых тоже есть. Карасик даже он. Караси-то точно выживут. Второй карасик. Третий карасик. Все. Фу. Ну, иванизм. Так. Вот такое вот богатство у нас. Что у нас подохло-то? Раз, два, 15, 16. Недавно помер 17. 17 штук. Подохло. Остальные вроде как живые.
Ну, хоть что-то есть, и то хорошо. Как мы видим, даже озерный гальян и тот подыхает от нехватки кислорода. Чуть дольше бы еще не проверили, не взяли бы их отсюда. Подохли бы, наверное, все. 2 года назад, я не знаю, почему лед был толще. Но дохлых было очень мало. Живых было больше. Сейчас вот что осталось, то осталось. Сейчас мы доедем до того озера, где будем ловить. И поменяем воду, и все будет нормально. Этого нам должно хватить на рыбалку, точно. 54 живых живца. 3 дохлых живца, которые недавно сдохли, вот тоже взял. Попробую тоже их закинуть. Может быть, на капканчики попробую поставить. И 3 карасика. А вот это дело тухлое, которое уже испортилось, оставляем норкам, воронам или кому там, зверю, в общем. Все, а теперь полным ходом едем на озеро. И что успеем, поставим жерлицы. Погнали. Ну вот и прибыли мы на наше озеро. И как видим, если никого здесь не было на первый лед, то в последнее время, в течение недели, здесь точно никого не было. Целяк, целина. Лед есть, лед держит. И сейчас до темноты, сколько успеем поставить жерлиц, то мы поставим. Так что отдыхать будем по темноте. А пока световой день еще не кончился, будем работать. Поехали. Рыбалка начинается. Так, пока не стемнело, давайте лучше попробуем переехать озеро на снегоходе. Лед есть, но по тому берегу грязь, трясина. Главное там проскочить. Ладно, попробуем. Красавчик. Красавчик, ураган. Ну, здравствуй, избушечка. Вот так вот. Сейчас за ночь, думаю, все замерзнет, а нам уже ничего не надо таскать. Сейчас возьмем жерлицы и будем выставляться. Где у нас это? У нас новые. Крючок возьмем. Юрка Кулагин, привет. Он, надеюсь, скоро своему крючку найдется работа. С избушкой я уже поздоровался, я уже посмотрел здесь все. Кто давно уже на канале знает эту избушечку. Скоро здесь будем ночевать. Пока пойдем, пока светло, закинем несколько жерлиц. Ну вот, наконец-то мы в избушке. Пока поставили жерлицы, пока приготовили дрова. На растопку было немножко дров, но все равно приготовили на ночь, на завтра, потому что как минимум 2 дня мы будем здесь. Напилил, натаскал, наколол, растопили избу. Матрасы пока еще не убрал, потому что, чтобы они согрелись. В избушке, по крайней мере, давно никого не было, это точно, потому что ну, холодно. Промерзшая изба полностью была. Сейчас вот, как мы видим, уже разделся, нормально все. Греется ужин. Что я хочу сказать? Но это по большому счету у нас первая зимняя поездка, но не считая то, что с Иваном Григорьевичем были на летней кухне.
И что-то, видать, я уже подзабыл, как надо собираться. В общем, что я сегодня забыл? Я забыл сегодня термос, хотя он был уже заправлен, залит, стоял. Все положил то, что супруга мне приготовила, в рюкзак. А термос, который стоял на столе рядом с продуктами, почему-то я не положил. Это раз. Не взял стопки, это два. И... Это еще забыл. Забыл, что я забыл. Вот. Ну ладно. Не забыл я продукты. Камеру. Вот сейчас нас снимает сейчас экшн-камера. Мы забыли камеру, Соняшку, на которую обычно мы ставили штатив, и она нас снимала. Ну что, сегодня долго говорить, болтать не будем. Буквально пару слов за ужином. Возвращаемся к приветам. Давненько уже привета не передавали. И огромный привет донбасскому другу у меня, Сергею Башко. Кто давно на канале, они уже знают Сергея, потому что он не просто пишет комментарии, а всегда с творческим подходом. То в рифму, то в стихотворной форме, то вот такие вот нормальные комментарии. Вот. И давайте сначала покушаем, а потом будем все остальное. Я так думаю, ой. Так думаю, у нас уже, спина подогрелась. Да. Подогрелась. Опа-на. Горяченькие. Так. Что у нас там с печкой? Печкой надо подкинуть. Так, ладно. Пусть пока горит это. Так, а на ужин у нас сегодня котлетки с пюрешкой и жареная яичница. Заморачиваться здесь готовить, я уже несколько раз говорил, не заморачиваюсь с готовкой, привожу с дому готовую еду. Здесь только подогрел и все, не надо терять время, потому что если возить плитку газовую, это надо покупать газовый баллон, таскать эту плиту. А так на печке подогрел. Готовить на печке это очень и очень долго, а так нормально. Так, стопки мы сегодня забыли. Стопок здесь нету, к сожалению, и я забыл. Так что сегодня вот будем пить с такой посудины. Так. По чуть-чуть. По 30 грамм. Если мы будем пить по Марусин поясок с этой стопочки, ой, мы быстро уйдем. Так, ну что я хочу вам сказать. Жерлицы мы поставили. На завтра есть надежда уже. Посмотрим по результатам утром. Проснемся. Если будут сработки, если будет щука, то добавим. Если нет, попробуем поиграть блесной, ратлином до обеда где-то. Ну, если нет, сворачиваемся и уезжаем на другое озеро. Это будет видно. Вот. Начинается зима. Лед на озерах, как мы видим, есть. На Печоре скоро будет. Так что зимняя рыбалка, можно сказать, началась. За зимнюю рыбалку полгода зимы у нас впереди. Так что не раз еще мы с вами посидим вот так, дай бог, в избушечках. Ну ладно, не будем загадывать. Что будет, то будет. Увидим. Будьте здоровы.
Забыл термос, а чайник, даже вот это маленький плоский чайник, он будет закипать часа 2, наверное, на этой печке. Очень-очень долго. Ничего. Пока покушает, вскипит, без чая не останемся. Так, ну что, малость перекусили, поехали. Рубрика «Привет» сегодня у нас в лесной избе. И после Сергея Башко первый на очереди у нас Юрий Мирных. Но Мирных, может быть, это у него не фамилия, а псевдоним он, потому что, ну вот, давайте дословно прочитаем, и мы поймем, почему так. Это 17 июля было, он поздравлял меня с днем рождения. С днем рождения, Геннадий, счастья, рыбацкого, здоровья, богатырского и мирного неба над головой. Спасибо, друг. И привет на канале передай Бучак Виктору Владимировичу. Мы из Мирного. Сейчас отец проживает в Митрофании, а я в Ухте. Смотрим все выпуски. Так что Виктор Владимирович Бучак, получается фамилия, а псевдоним Юрий Мирных. Также, друзья, хочу передать привет Михаилу Грязнову, поселок Харей-Вер. Пишет, что подписался на Яндекс.Дзен и смотрит меня на Яндексе. Получается. Вот. Также, друзья, всех напоминаю, что канал Яндекс.Дзен, там сейчас идут ролики каждый день в 17:00 выходит новый ролик. Пока там идут прошлогодние фильмы, но я так думаю, в течение следующего года, 24-го, мы потихонечку догоним. И я так думаю, на Яндекс.Дзене тоже будут свежие ролики. Даже, возможно, пораньше, чем на Ютубе. Почему? Потому что с Яндекс.Дзена за просмотры мне капает какая-то копеечка. На Ютубе монетизацию нам давно уже отключили. И мы ничего там не получаем. Вот, так что всем огромное спасибо, кто смотрит меня на Яндексе, на Яндекс.Дзене. И кто еще не подписался, кто не смотрит, милости просим. Также хочу передать привет Вася Иванчук. Надеюсь, правильно прочитал. Передаю привет, потому что на чужбине, а живет он на чужбине, я вроде бы в Германии. Рожденный в СССР, жил до 2001 года в Северном Казахстане. На чужбине 22 года. Очень приятно будет, если передашь привет. Так что привет с лесной избы. Ну, в гостях хорошо, а дома лучше. Так что не знаю, почему Вася Иванчук переехал жить в Германию. Ну, как мы видим, скучает по родине, скучает по родной стране своей. Также огромный привет с лесной избы Сергею Короленко и его отцу Владимиру Феликсовичу. Желает мне здоровья, а также дай Бог и вам здоровья. Серегу мы в этой избе видели. Мы были здесь в 35-градусный мороз. Ездили на озеро ловить окуня, щуку. И также прошлый год, вернее в этом году весной, Серега также был в этой избе. И в избе на берегу мы были. Весной тоже половили щуку. Так что, Серега, привет. И бате твоему тоже привет. Огромный привет Евгению Докшину и его отцу тоже. И сейчас зачитаю дословно комментарий. Евгеньевич, привет, все правильно говоришь. Мы все друзья с тобой, за просмотром стопочку маханем. Очень ждал поздравления с днем рождения отца Докшина Александра. От сына вроде обещал при случае.
Ну, где-то вроде бы 14 октября просил поздравить отца Докшина Александра Алексеевича с днем рождения, от сына, от Евгения Докшина. Буду, говорит, очень признателен, оба смотрим постоянно. Ну, как мы видим, опоздали 14 октября, 14 ноября. На месяц опоздали, но лучше поздно, чем никогда. Потому что не всегда получается вспомнить, когда, тем более, когда в избе толпой, там как-то все происходит быстро, а когда вот один, уже достаешь телефон и смотришь, да, забыли, оказывается, пропустили что-то или еще что-нибудь. Так что лучше поздно, чем никогда. С днем рождения, батю, долгих лет жизни, счастья, здоровья, и также Евгению тоже всего хорошего. Поехали дальше. Еще один привет, это рыбоход Герман Ануфриев, Герман Николаевич. И особый привет, это сын Германа Николаевича, Лев Германович. Обоим вам огромный привет с лесной избы. Так, ну что, вроде бы всем передали. Кому хотели, давно уже передать привет. А так, навскидку еще хочу передать огромный привет всем моим друзьям на канале YouTube, всем моим друзьям на канале Яндекс.Дзен. И сейчас, буквально на днях, недавно, я создал канал на Телеграме. Телеграм-канал также называется Коми Рыбак. Заходите, кто еще не подписан, подписывайтесь. И вы будете, так сказать, одними из первых, кто будет знать, что и как продвигаются мои дела, куда я собрался, куда я поехал. Допустим, вот сегодня те зрители, те друзья, которые подписаны на телеграм-канале, они уже знают, что я выехал, что я поехал на рыбалку, что я нахожусь в лесной избе. Это все махом, без монтажа, без ничего, буквально в течение 1 минутки я скидываю на телеграм-канал. Обстановка на реке Печора. Стараюсь по возможности каждый день выехать на берег, поснимать буквально в течение 1 минутки, просто прямым эфиром заснять, как ледоход, как погода, что собираюсь делать, куда еду, откуда приехал. В общем, те, кто подписан на мой телеграм-канал, первыми узнают. Ну, в общем, они в курсе всех моих движений. Что, куда, зачем. Так что заходите на телеграм-канал, подписывайтесь и будете в курсе всех событий. Долго сегодня сидеть не будем, долго болтать не будем. День 18 ноября подходит к концу, 21:20. Сейчас мы ужинаем и ложимся спать. Чем раньше мы ляжем, тем раньше мы встанем, потому что я сегодня что-то с непривычки подустал, пока, тем более, дрова таскал, спину сорвал, еще не знаю, как она завтра будет. Вот, день заезда подошел к концу. Завтра будем рыбачить по полной, с утра до вечера. И, конечно же, вся надежда на нас, на жерлицы. Самое главное, мы привезли живцов, закинули жерлицы. Значит, есть надежда, что завтра будет уже улов. Как-то вот так. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Она уже будет завтра с раннего утра.